Анжелика Гергиева переживает, что ее малыши останутся без полноценной детской площадки. Сейчас им приходится играть на небольшом островке, где качели достаточно плотно расположены друг к другу. Там, где должна была стоять площадка, сейчас возводят многоквартирный дом. При покупке нашей квартиры мы были очень рады, что будет большое пространство. Надеялись на то, что будут площадки, это все закрыто, то есть можно спокойно расслабиться и чтобы детки здесь бегали и играли. Но теперь площадку сдвинули сюда, теперь строится новый дом. То есть можете посмотреть, детская горка на парковку сразу. То есть ребенок скатился и попал под машину, грубо говоря, не дай бог, конечно. Строительство дома на улице Макаева, 2 ведется активными темпами. Уже вырыт котлован для будущего фундамента. Предполагается, что на этом месте вырастет 9-этажный дом. Жильцы соседнего недовольны. Говорят, когда покупали квартиры, в проекте застройки района такого не было. На момент покупки квартиры в этом доме перед въездом во двор установлен баннер. На баннере была установлена картина, значит, проекта, на котором было указано, что дом, который здесь будет установлен, один дом установлен здесь, второй дом будет установлен на уровне 4-го подъезда, то есть он будет ниже. Здесь была установлена по проекту большая детская площадка. И также это все было облагорожено деревьями. На данный момент, как вы видите, дом по проекту почему-то перенесли абсолютно по непонятным причинам буквально в центр. Здесь имеется высоковольтная линия ЛЭП. Я так понимаю, то, что ее перенести не смогли все добросовестные покупатели, которые покупали эту квартиру. Никто не думал и не гадал о том, что дом будет построен именно здесь, вот так вот по беспределу поставлен. Лишили детской площадки, лишили автопарковки. На данный момент дом заполнен около 50%. Уже здесь вечером машину ставить практически негде. Жильцов беспокоит не только отсутствие детской площадки и парковки. Люди утверждают, что допустимое расстояние между 2 высотками не соблюдено. В связи с этим в квартиры на нижних этажах, когда дом возведут до 9-го, не будет попадать достаточно солнечного света. Жильцы пытались связаться с застройщиком и выяснить, не нарушены ли нормы, предписанные градостроительным кодексом. Однако на конструктивный диалог, как они говорят, никто не вышел. Мы хотели тихо и мирно, так сказать, да, не вызывая телевидения, поговорить с застройщиком, обсудить, да, вот эту вот ситуацию. Мы ему набрали, предложили увидеться. У него была совсем неадекватная реакция для взрослого человека, с виду интеллигентного. Он послал нас, сказал, что ему нечем с нами разговаривать, он будет делать то, что он делает. Жильцами мы подписали заявление в прокуратуру. И пока что ждем ответ. Редакции Осетии Ньюс удалось связаться с застройщиком. Он утверждает и даже показывает, что все его документы в порядке. Дома строятся согласно разрешению на строительство. Перед въездом в жилой комплекс, который строим мы, висит баннер, на котором размещаются, картинка, будем так говорить, всего строящегося жилого комплекса. Исходя из этой картинки, каждый из них, заключая договор долевого участия, знал, что будет построено, как будет построено. И на все вопросы каждый из дольщиков получил ответы. Вся документация по ходу строительства и по разрешениям размещены на сайте. И постоянно мы одними из первых начали размещать фотографии в городе. Разрешение на возведение дома выдала администрация Владикавказа. Но как только мы начали говорить, что жильцы утверждают о несоблюдении правил застройки, последовала неожиданная реакция. Опять-таки жильцы утверждают, что между одним домом многоквартирным... Значит, утверждать мы можем что угодно. Можно я договорю? Секундочку. Утверждать мы можем что угодно. Мы можем сказать, что я хочу, чтобы перед моим домом не было никаких домов, чтобы я видел горы. Но тогда надо этому жильцу выехать в Монголию, где на 1000 километров ничего нету. Не надо перебивать меня. Я говорю, как есть. Утверждать, я еще раз говорю, можно что угодно. Но есть проектная документация, по которой положено 20 метров от одного дома до другого дома и 20 метров от дома до линии ЛЭП. И проект утвержден не теми людьми, кто утверждает, а теми людьми, которые знают, как делать и что делать. Вот вы
Не надо мне, подождите, я вам говорю. Я не хочу слышать, что кто-то что-то утверждает. Кто прав в этой ситуации, придется разобраться прокуратуре. Заявление в администрацию города с просьбой вмешаться в проблему жильцы тоже написали. Ответа пока нет. Как, собственно, и наша редакция никаких комментариев от мэрии не получала, чему мы, собственно говоря, не удивились. Елена Черенкова, Савелий Зангиев, Осетия Ньюс.